Шум дачевички Виксует, течи мини востовинник Рая Степановна Кимайкина, Марийский Мальмарту, течи мини карматон видям мастер-класс. Чтобы весь мини чайку девлю миси карматон Рая Степановна Марта куртам рузукс. Сиксмек саволь весь чайку детердень келень, десекс кака. У нас есть большое желание, чтобы нас поняли все. Мы сейчас, Рая Степановна даст нам мастер-классы, как наконец-то самим изготовить произведение искусства под названием «Рязанский костюм». Рая Степановна, с чего мы с вами начнем? Вот, например, у нас есть большое желание, кроме большого желания этот костюм сшить, сотворить, у нас больше ничего нет. С чего мы начнем? Во-первых, давайте начнем с ткани. Вот какую ткань для рязанского костюма мы должны будем выбрать? Лучше всего лен с лавсаном белого цвета, потому что это любимый цвет рязан. Пазунтюс, божественный цвет. То есть получается, что у меня, например, ткань только лен. То есть это не подходит, только с лавсаном. Лучше бы с лавсаном, да, лучше с лавсаном меньше мяться будет, будет очень сильно мяться. Вот. И поплотнее, желательно, поплотнее. А вот это тонкое, да? Это все-таки, это тонкое все-таки. Вот. Придется вышивать только в 2 нитки, а лучше всего в 4 нитки вышивать. Почему? Потому что рельефнее вышивка будет. Понятно. Рельефнее, выпуклее. Да, да. Так, значит, вот это мы отложим пока в сторону. Пока в сторону. Вышивали рязанки же нитками своей пряжи, шерстяными нитками своей пряжи. Конечно, пряли для вышивки потоньше, естественно, не так, как для чулок, для носков. Вот. Но все-таки это были самопрядельные нити, и красили их растительными красителями, которые не линяли. И кей, и другие цвета, вот, допустим, там в красный цвет, в зеленый цвет, в желтый цвет, вот. Ну, черный обычно, черная овца, так и черный цвет и оставался. Ну вот, допустим, вот это у нас ткань, вот это у нас вот, ткань, давайте да, на бумаге. Да, вот, да. Ну, это только вроде как кусочек просто, да, а ткань, допустим, большой длины и сгибается вот пополам. Так, да, сгибаем пополам, это будут плечи. Вот здесь будут плечи. Будут плечи. Ничего не разрезается, никаких швов на плечах абсолютно не должно быть, не разрезается ничего. Вот, сгибаем. Вот, и здесь вырезается потом ворот сиви. Давайте вот ручкой нарисуем это здесь. Ну, приблизительно. Кстати, сначала лучше вышить. Вышить, да. А потом уже вырезать. Да. То есть сначала мы берем ткань, отмечаем, где приблизительно ворот, вот. Ничего не режем, плохо, сразу начинаем рисую. Но вот, значит, приблизительно вот так вот. Все, вот ворот, потому что здесь будет всю гамму. Застежка. Да. И вот. То есть получается длина у нас это до пят. Обязательно. Хоть коряво полезу. Да, то есть до 5. Обязательно. Хорошо. Тем более. То есть плеч до 5 это да, да. И это каждый свой размер знает. Понятно. Вот. И теперь толщина, объем теперь. В ширину. Во сколько? Чтобы тело твое туда пролезало. То есть это называется на всю жизнь? На всю жизнь, потому что эта рязанская одежда готовится не сегодня на один год. Завтра... Да, ты сегодня такая, а завтра вот такая. Понятно. Вот. А раз готовится это на много лет, все-таки надо, чтобы это было свободно. Понятно. То есть если, например, мы знаем объем талии, объем бедер. Да, дальше. Да, но чтобы это было свободно, пошире. Потому что сколько-то еще пойдет сантиметров на швы, на боковые швы. Здесь вот сшивается, здесь сшивается. То есть больше никаких выточек, никаких вырезов. Это просто абсолютно прямая туника. Все понятно. Вот. Тут вот сшивается, а вот тут здесь? Вот прямые, никаких разрезов, никаких пройм, ничего. Рукав потом пришивается прямо. Вот к этому месту пришивается рукав. Так, вот здесь вот тогда. Да. Давайте мы тогда для зрителей наших покажем. Да, здесь рукав. Вот здесь, как мы вот видим, да. Отсюда пойдет. Это ворот. Сиви. Дальше вот эта туника, то есть высота это от плеч до пят. Дальше ничего здесь сшиваем швы. Да. А здесь мы просто прикрепляем рукава. Они прямые. Все. Прямые. Вот. Никаких не разрезается, не вырезается. Кроме ничего. И внизу вырезается потом в пределах 12 сантиметров в высоту. Да. Эльзире. Вот.
То есть опять не вырезаем, а... Вышиваем сначала, вышиваем. А почему сначала вышивали, Потому что иначе, если сначала разрежем, потом вышивать трудно, и ткань будет сыпаться. Понятно. Вот. А сначала вышьем, вот, и потом очень-очень осторожно, стараясь не задеть ни одной нитки вышивки, титанически мы разрезаем. Вот, разрезаем очень осторожно, эльзире. Но здесь уже вышито все, вышито, и здесь все вышито. Это у нас будет эльзире. Да, вот приблизительно вот так вот и покажем будет. Это. Вот. Замечательно. Вот это макет у нас. Да, наша одежда. да. Вот это панор и покой получается, да. Вот сейчас только вышивкой потом отличается. Покой богаче вышит, панор меньше. Не так. Понятно. А потом мы сюда уже приделываем рукава. Рукава. Конечно, да. Понятно. Рукава. Так, дальше. Вот, например, у нас есть все, допустим, мы, собственно говоря, тут и резать-то ничего не надо. Ничего, кроя практически нет. Да, но вот представьте себе, что мы вот на этой ткани, допустим, мы это уже вырезали. Теперь, то есть все сшили, замечательно. Теперь, с чего мы начнем? Допустим, мы хотим сделать костюм. Какие узоры должны быть на рязанском костюме? Ну, они же должны о чем-то говорить, например. Ну, смотреть надо в старинных книгах. И знать, с какого-то региона, кодомо буей, какого рода. Вот. И если знаешь свои родовые знаки, пожалуйста, включай туда. Нет. А если нет, большинство то смотри, знаки не знаем. В каком районе, в книжках это есть в альбомах, в каком районе, в какую одежду носили. В Качкуровском, допустим, такой фасон носили, в Дубенском такой, там в Самарской области, в Шантале такой носили. Вот. И обязательно в любом костюме, любого рода, это вот таргаукст. Обязательно должны были быть таргаукст. Вот лаутоу сюрмат обязательно вышиты. Если панар, то вышивка не такая богатая. Ага, вот да, это как называется? Лаутоу сюрмат, если покой. То есть, получается, это рязанская звездочка вышивать, да? Вышивается звездочкой, вышивается и косой стежкой, но это надо смотреть по картинкам. Смотреть по картинкам. И что непременно должно быть, это таргаукст. Они должны быть до пят или все-таки до пояса? До пят. До пят. До пят. Вот. Это тоже рязанской звездочкой? Можно звездочкой, можно косой стежкой, смотря, опять же, какой род. Какого рода, какого региона. Вот. Потому что в каждом роду все-таки различия были. Но что обязательно должно быть, вот эти таргаусты, вот эти вот полосы вертикальные, они украшали и стройнили фигуру. Понятно. То есть вертикальные линии, они как бы вытягивали фигуру. Да. То есть вот. И у будничных паноров могло быть только 4 таргауста. Вот эти линии вертикальные спереди 2 линии и сзади со спины 2 линии. Вот. Это будничная, не лева-таргайз панар. Вот. Но если котова-таргайз панар, то уже побогаче вышито. Это уже побогаче рубаха. Вот. Могло быть, значит, у девушки просто было больше времени на вышивку. Ну, естественно. Вот. То есть, если вот этих таргаукс нету, то это не рязанская одежда. Если эльзири нету, то это не рязанская одежда. Понятно. То есть, то, что должно быть обязательно, это эльзири и таргаукс. А вот внизу мы что рисуем? А внизу здесь должно быть пекс. Вот это вот пекс, да. От слова пекс означает конец. Да, конец. Пекс, да. Потому что конец это подол фактически, да. И заканчивается тут как раз. Теперь это вышито тоже будет. Ага, вот теперь давайте мы второй листочек, давайте мы с вами допустим, вот это у нас, я сейчас грубо буду говорить. Допустим, это у нас рукава. Как мы сейчас их вышиваем? Вот у нас сколько-то. Не ровно, вот рукава. Вот рукава. Как мы их... Вот рукава. Сначала они, конечно, вышиваются, а уж потом пришиваются. Вот это важный момент. И тут не сшивается ничего. Сначала все вышивается, а потом
панер сшивается, все понятно. сшиваются. То есть вот здесь вот мы вот оставляем здесь 2 сантиметра или 1,5 сантиметра на шов. И обязательно стараться очень внимательно следить, чтобы орнамент с этой стороны и потом со спины совпадал. Чтобы одно не было выше или ниже. Понятно. То есть абсолютно точно, чтобы размер в размер. И когда станете сшивать, чтобы у вас все совпадало. Вот. И вот рукава. Вот рукава. Рукава, значит, вот здесь обязательно, чтобы прикрыть шов, вышивается. Ага, вот здесь вот тогда вышивка должна быть. Обязательно вышивка должна быть. Как бы прикрывает шов. Понятно, то есть это толстым таким? Да, широкой полосой вышивается. Потом ожаки, верх рукава вышивается обязательно. Это, если есть акчин панер, будничная рубаха, то узенькой полоской. Если все-таки это котова панер, то есть богато на праздничный выход, то пошире ожаки вышиваются. И ожапе вышивается обязательно. И ожапе. Ожапе. Ожапе это уже широкая. Конец рукава, да. Широкая. Можно тоже поуже, если будничная рубаха. И все это ковровый просто. Ковровая. Это рязанская звездочка, которая вот ковровая такая вышивка. Да, покрытие ковровое. Да, то есть между кумбустаукс. Да. То есть ковровая получается, зашивка. что между вот этими звездочками мы никаких там просветов не делаем. Абсолютно. То есть все сплошняком заливается вышивкой. Понятно. Все сплошняком. Поэтому кумбустаукс. Да. Рая Степановна, у нас последний. Спасибо. Теперь мы это поняли, хотя бы приблизительно, хотя бы теоретически. Теперь давайте приступим к практике. Давайте вот приступим. У нас теперь к звездочке непосредственно, потому что у нас главная героиня рязанского костюма, это, собственно говоря, звездочка. Вот мы как раз звездочку и делаем. Ага. Вот. То есть мы делаем квадратик. То есть для того, чтобы сделать звездочку, давайте мы телезрителям это скажем. Легче всего вот на таком полотенце, потому что здесь уже есть вафельное полотенце, здесь квадратики есть. Ага, всю, собственно говоря, если мы хотим вышить рязанской звездочкой, значит, мы должны все это поставить, сделать все квадратиками. Да. Вот получается, что такое рязанская звездочка? Вот, например, у нас один квадратик. Получается, что мы делаем сначала 8 лучей, все в середину. Вот. И потом мы еще должны, это называется каярдомс, то есть обвести все это. Да, и получается вот эти лучи, и вот у нас вот эта звездочка обязательно как бы прикрытая получается. Да. Вот это... 8 лучей, 8, все в середину. С краев в середину. Иголка ведется с краев, с углов в середину. Вот. И еще ромб. То же самое, только ромбовидное. Та же самая звездочка. В середину, в середину, в середину, в середину, в середину, в середину. Вот. Понятно. Та же самая звездочка, но ромбовидная. Да. Это квадратиком, а это ромбовидная. То есть получается техника. Сначала вот сюда, сюда, потом между ними, сюда. И потом это все мы обводим. Вот эта звездочка. Это нам нужно сейчас на примере. Легче всего учиться вот на вафельных полотенцах. Почему? Потому что уже есть эти вот квадратики. И вот по квадратикам, сейчас каярда Саште книги и максатонеть кармат теями. Вышивали в основном красными нитками, да, потому что красный цвет основные цвета красные, черные, а зеленые и желтые там-сям. Но это я, чтобы поярче было полотенце. Вот это называется рязанское кумбо. То есть получается, что рельефный рисунок, рельефный орнамент без воздушных пространств. И все это рязанской звездочкой. Да, это все вот рязанской звездочкой. Сейчас давайте попробуем один. Вот только вот эти вот чирикстаукст. Косая стежка. Сейчас вот эти вот я прятся. И максатонить кармат теями лията тештиненти.
теса, мейсы квадратисы квадратник не уже улить. И сынстызга викшнем сшождыне. Навана саик, она монтит не рикстые, она салмак сунь. И то, ну, квадратик нет. Да. Получается, что сейчас мы идем в центр. Кунчкас. В центр идем. Сейчас, Господи, пастрангуть. Так, все, теперь мы сюда. А оль то на то кунчка стоит. А вот то? Ага, максакатей маней. Все. Васаутуить летаркал. Ика, шика. Вана конати не реви, вона то на тенень. Вона тень. А, тей, да, мы на улице Кармень. Ага, все. Вот не то. Все, центр. Да, не таго кунчкас. Кунчкас, ага. И не леёндо, не леуголсто кунчкас, мели ютковас. Так, вот кунчкас. Тел. Исте. В центр. Ага, кунчкас. Или капша стесайрей. Викшнеми озама. Пек пару ёжусу. С хорошим расположением духа. С хорошим расположением духа. Очень спокойно, очень благожелательно. Вот я себе делаю прекрасную одежду. Вложить в душу. Да. С очень хорошим настроением, потому что вот это твое хорошее настроение, то пару ёжус передается вот этой работе. Все купря. Да. Да, долго. Ладно. Но это кропотливая работа, ничего не сделаешь. Да, 100 тысяч просто так. Больше 100 тысяч это... Больше 100 тысяч, да. Не Ленинск взял гунить? Да. Не каярдак. Сейчас буду обводить. Ага, вот не каярдамось. Ага. Так. Сейчас. В центр опять. Но только теперь вот сюда. По краям. По краям. В точке, откуда исходила, но только уже по краям. Да, сейчас уже в другой этот. Потому что это обводка. Обводишь. Самое главное, что за ромбики нельзя выходить. Нельзя. Потому что иначе... За границы квадратика нельзя выходить. Да, иначе неаккуратно будет. Все будет размытый. Конкретности, точности не будет. А у эрзян четкий геометрический рисунок. Так, не туда пошла. Вот сюда. Все, один квадратик у нас есть. Теперь второй квадратик вот сюда. Тесто то. Ага, все. Значит, центр, сначала центр. Тезаняереви. Это Якстери кормулями. Якстери да, кормулями. орнамент, если это уже Якстери кормулями. Сейчас мини. Так, тела на юткине тесакадоусь, мини сон за те аши юткине селязули, мини сон за сялк сыне. Уже брак. Валовозо. А шо таркине телескадо. О, не миньона тия ютауцинек, тиана ютауцинек, и васынбельс, сурень керясынек, косу васынбельс. И
То есть получается, что в рязанской вышивке нет никаких швов, никаких... В смысле, узелков узелков нет, нету. да, В любой вышивке узелков не должно быть. Вот. И тестована тей пештясыник. Тестована тей. Вот. Не сак, вана? Вети. Тештинить тесы. Вети тештинить тесы. Вети тештинить кормить улеми тесы. Вети тештинить кормить улеми тесы. Вот она пештяк не детей. Ой, пашан коть. Вытягиваем. Уск. Все, сата. И ней мон, так, мини-кромбики не коса. Ромбики есть вана косу. Значит, мон... Тей, тоу, тей. Ага. Нет, вана косу ром. Тивана те коса, ромбики есть. Да, Вот вана тез, да, вана тезенсял. А те килялище квадратики то на бока милялище. Понятно. Все в центр. А вы долго учились, Раиса Степановна, у Рязанской звездочки? Нет, недолго. Игнатьева показала. Ага. А что еще Игнатьева говорила? А Игнатьева всегда у вас с восторгом говорила об рязанской одежде, об рязанской вышивке. Просто с восторгом, с восхищением. И она мечтала книгу выпустить. Мне она сразу и сказала, Раиса Степановна, мне бы хотелось книгу о вышивке, по технике вышивания, по изготовлению рязанской одежды, вот, но только на рязанском языке. Вы не могли бы сделать рукопись? Я говорю, я же не умею вышивать. Как я могу приготовить рукопись о том, чего я не знаю, чего не умею делать? Я даже говорю, не понимаю. Вот. Говорю, вот научите меня вышивать. Я тогда буду знать, о чем пишу. Вот. Я выучилась у нее, вот, когда мы уроки стали вести в Челесине, уроки вышивки. Вот. И она мне показала конкретно вот точно так же. Вот. И я начала вышивать. Говорю, теперь я понимаю, о чем идет речь. Теперь я могу приступить к работе над рукописью. Вот. И мы все, сейчас начинаем выводить. Да. Мы с ней подготовили рукописи. В 1994 году книжка должна была выйти, но не вышла. Не вышло, понятно. Не вышла. И вот а вот она что-нибудь говорила? Она вот рязанской вышивки кого-нибудь кроме вас учила? Кроме меня никто не смог научиться, говорит. Очень сложная, да, техника? Надо с детства начать. То есть понятно. Если... Она и мне сказала, говорит, Раиса Степановна. А вам сколько лет тогда было? 40 лет, в 90-м году мне было. Вот, Раиса Степановна, вы не научитесь. Я говорю, почему? Что я, медведь, что ли? Медведи и то учат в хоккей играть. Говорит, девочку 7-8 лет сажали вышивать, учиться. А вам сколько лет? Я говорю, вы мне хоть какие-нибудь швы покажите. Научусь. Не научусь, что ж, ладно. Вот. И она мне на лоскуточке ткани показала швы, и потом мне орнамент тиснула на 2 лоскутках. Вот, дала. У меня не было ни ниток, ни иголок, ничего таких не было. Это же нужно иголки с большим ушком. Понятно. Туда, иголки с большим. Да. То есть в 4 ряда нитку чтобы туда не тонкие иголочки, а с большим ушком. Вот. И я через 2 недели пришла к ней, показываю. Она говорит, Раиса Степановна, это вы сами вышили? Я говорю, да. Вот теперь, говорит, я точно верю, что у вас это генетический код, у вас это в крови. Никто, говорит, у меня подружка пыталась научиться, вот. И еще там кто-то пытался научиться, никто не научился. Вот вы сразу. Вы сразу. Да. Вот что значит генная память, вот что значит ДНК народа. Да. Вот, это, говорит, я теперь точно верю, что это у вас в крови, это у вас в генетическом коде зафиксировано. Вот, посмотрите, я только вам показала, его моментально взяли и начали вышивать. Вот. И я, говорит, очень-очень рада, потому что я теперь могу называться мастером. Я говорю, а это что означает? А это означает, говорит, до тех пор, пока учеников нету,
Какой бы ты талантливый ты ни был, ты не имеешь права называться мастером. А когда ученик есть, хотя бы один ученик, кто у тебя научился мастерству, тогда ты мастер. Рая Степановна, вот я выполнила. У меня остались просветы. Как я теперь должна эти просветы... Заливай. Да. Заливай эти Заливаю просветы, я как зашивай. вот? Зашивай. Зашивай, чтобы не было этих вот белых просветов. Понятно. То есть как я хочу, так... Если нитками потолще вышивать, то просветов не получается. Ага. Вот. Поэтому в 4 нитки. Вот. А здесь у нас? А здесь у нас в 2 нитки идет. Понятно. То есть я подумала, что это я что-то не сделала. Нет, и тут и в 2 нитки у нас идет. Все, Рая Степановна.